В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Из окопов и блиндажей за ученические парты стартовал учебный курс для участников кадровой программы «Время героев». В Москве наградили санитара-инструктора медицинского батальона Даяну Степанову. Она была тяжело ранена во время выполнения боевого задания весной этого года. Внимание, идет экзамен. В Алданском политехникуме началась горячая преддипломная пора. Семейная поляна или сквер строителей Нерюнгри участвуют в голосовании за благоустройство территорий. Самодельные и радиоуправляемые суда. Соревнования по судомодельному спорту состоялись на Талом озере. Расскажем подробнее. Глава Якутии поручил разработать комплексный план социально-экономического развития 43 опорных населенных пунктов республики к 1 июля. К 2030 году планируется на 30% улучшить качество жизни в населенных пунктах по сравнению с 2019 годом. В перечень опорных пунктов вошли 43 точки, включая Якутск, Нерюнгри, Найбу, Усть-Куйгу, Тикси, Нижний Бестях, а также районные центры и крупные населенные пункты. Программа охватывает 16 направлений – от обеспеченности жильем и коммунальных услуг до транспортной связанности и доступа к интернету. Для развития этих населенных пунктов будут использоваться инфраструктурные облигации, казначейские кредиты и механизм списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Из окопов и блиндажей за ученические парты сегодня в школе высшего инновационного менеджмента при главе республики стартовал учебный курс для участников кадровой программы «Время героев». Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко. После тщательного отбора только 25 счастливчиков из числа участников специальной военной операции получили возможность повысить свои профессиональные навыки и получить необходимые знания для вхождения в высший кадровый резерв республики. Чувствуется настрой, правильный настрой, то, что они приехали сюда не только для того, чтобы себя показать, но я прочувствовал, что они хотят получить как можно больше знаний. И это радует, потому что наша программа заточена на то, чтобы в сжатом виде, потому что наша программа будет длиться до мая следующего года, дать очень много навыков, умений, знаний. Первый день состоялось знакомство участников друг с другом и с программой обучения. Вступительные лекции для слушателей курса прочитали глава республики Айсен Николаев и руководитель администрации главы и правительства Георгий Михайлов. Сегодня я начну обучение именно с тем составом ребят, которые вступили в сегодняшнюю программу. Это очень интересные, патриотичные действительно ребята. И сегодня неоднократно глава республики заострил внимание как раз о патриотизме. Я уверена, что наша команда в этом составе сможет изучить, преподнести и начать работу именно в этом направлении. Другой участник программы, Михаил Ан, более 10 лет возглавляет Вилюйский поисково-спасательный отряд. И опыт руководящей работы у него огромный. Но для себя Михаил решил, что необходимо развиваться дальше и выходить за границы профессиональной деятельности. На уровне уже республики тоже надо подтягиваться. И свои тоже взгляды, свои мышления, там тоже свои профессиональные именно рост профессионализма тоже нужно. Поэтому «Земля героев», которая дает лестницу, трамплин, и поэтому нужно развиваться. Участников программы ждет насыщенный год, во время которого с ними будут работать и заниматься лучшие лекторы из республики и приглашенные профессионалы. А в мае 2026 года те, кто пройдет курс до конца, получат диплом и возможность занять руководящую должность в родном районе, городе или даже на уровне республиканских министерств и ведомств. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Ко дню медицинского работника в клинической больнице имени Плетнева в Москве наградили санитара-инструктора 370-го медицинского батальона Даяну Степанову. Санитар медроты отмечена памятным знаком за мужество и спасение жизни и медалью за содействие специальной военной операции Союза офицеров России. Даяна Степанова была тяжело ранена во время выполнения боевого задания весной этого года. За девушками из медсанбата велась настоящая охота. Дважды группу атаковали 5 дронов «Камикадзе». На их уничтожение враг использовал артиллерию и минометный огонь. Медсестра для
участника любого боя, когда он становится 300-м, это и как мать, и как жена, и как сестра, и как лучший друг. И вы заметите, что не лекарство лечит, а слово. Вот это первое человеческое слово. Человек на всю жизнь запоминает, кто ему первую перевязку делал, кто его вытащил с боя, представляете? А тут девчонка хрупкая, я посмотрел, ну, и тем более она детдомовская. И я принял решение полностью, пока не успокоюсь, что она будет жива, здорова и счастлива, но не бросать эту девочку. Якутские студотряды 12 июня официально открыли летний трудовой сезон. Они будут задействованы в разных сферах, среди них и педагогическое направление. В одном из детских лагерей, где работают бойцы студотряда «Дар», побывала наш корреспондент Вероника Таюрская. Молодцы! Это вы? Молодцы! Студенческий педагогический отряд «Дар» начал свою работу в 2006 году. Вот уже на протяжении 19 лет бойцы привлекаются в качестве вожатых и воспитателей. Детские, загородные и школьные лагеря. Сегодня в студотряде состоит 18 бойцов. 12 из них трудятся в лагере «Радуга». Я являюсь экс-бойцом студенческого педагогического отряда «Дар». Вступила я туда с 2019 года. Пединститут я окончила в 2023 году и уже являюсь выпускником данного отряда. В моем отряде на данный момент 14 детей. Также мы ждем ребят, которые скоро к нам придут. В данном лагере я работаю не первый год. У меня на счету уже 4 смены. Дети стали более отзывчивыми, творческими, начали раскрывать свой потенциал. Всем приятного аппетита! Каждый сезон или даже смена имеет свою тему. Лето 2025 года проходит под эгидой движения первых. Заехав в лагерь несколько дней назад, 6 отрядов уже приступили к разучиванию своих визитных карточек. Мне очень нравится проводить лето дома, это скучно, а в лагере это весело. Очень много новых друзей, и это, правда, очень круто. Мы успели выучить очень крутой танец, который я поставила сама. Также мне помогали некоторые девочки. И вообще весь отряд мне очень помог с этим. Мы успели познакомиться со всеми девочками нашего отряда и ребятами. Очень успели сдружиться с вожатыми и выступить очень хорошо на сцене. 24 талантливых, спортивных и ярких ребят на 21 день стали одной большой семьей. Несмотря на непродолжительное время, школьники подружились и уже вовсю готовят различные проекты. Во второй отряд попали дети от 7 до 9 лет. Смена проходит очень интересно, увлекательно. Каждый день проходят мероприятия. Вот, например, сейчас мы готовимся к открытию, а дети готовят танец. Очень активные, очень яркие, не знаешь, кого взять в лидеры, кого как. Глаза разбегаются от этой яркости. Я в студенческом отряде 2-й год, работаю вожатым 3-й год. Еще в Сосновом Бору работала 2 смены. В этом году к работе в студенческих отрядах будет привлечено 3500 студентов и школьников. Они будут задействованы в строительстве объектов, в медучреждениях, в сервисном направлении и в других сферах. Бойцы отправятся в дальневосточные регионы, а также в Республику Крым и Краснодарский край. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В учреждениях среднего профессионального образования стартовала горячая преддипломная пора. В Алданском политехникуме идут экзамены. Это форма аттестации, равноценна защите дипломных работ. Сегодня практические навыки показывают мастера по обслуживанию и ремонту автомобилей. Ну а в качестве экспертов выступают потенциальные работодатели, сотрудники предприятий района. Подробности в нашем сюжете. Установка колеса на машину для выпускника Алданского политехникума, будущего мастера по ремонту автомобиля Игоря Воложайкина, сложности не представляет, но в этот раз все необходимо сделать особенно четко. Оценка за выполнение заданий пойдет в диплом. Я считаю, все хорошо идет. В данный момент я устанавливаю колесо на место и буду приступать там к следующей части. В политехникуме идет пора выпускных испытаний. Сегодня к сдаче государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена приступили мастера по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Первым задание модуля выполняет Игорь.
Сейчас занимается как раз проверкой, то есть дефектовкой ходовой части. Далее будет рулевое управление, тормозная система. Также должен будет проверить исправность, неисправность электросистемы. И также двигатель внутреннего сгорания будет проверять. Государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена предстоит сдавать студентам нескольких специальностей. Площадка по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей стала одной из наиболее многочисленных. В этом году сдают две группы мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей. В каждой группе довольно-таки большое количество обучающихся. В одной группе порядка 15, в другой немного, может, побольше у нас будет. Проходит, получается, по обслуживанию различных узлов и агрегатов автомобиля. На каждого человека у нас выдается 2,5 часа. Навыки и умения выпускников оценивают потенциальные работодатели, сотрудники предприятий района. Геннадий Филин является постоянным независимым экспертом демонстрационного экзамена. Ребята подготовлены нормально. Будет кому нас заменить в будущем. Наберутся опыта. Отметим, демоэкзамен уже сдали электромеханики. В ближайшее время эстафету примут специалисты по переработке нефти и газа. Затем к испытаниям приступят сварщики. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Прошлая неделя в Ленском районе запомнилась значимыми и интересными событиями. Среди них выписка 100-го новорожденного. Волонтеры общественного движения «Ленский покров» посетили дом престарелых, а молодежь продолжила тренировки по страйкболу. Подробности у наших коллег. В Ленске торжественно выписали из родильного дома 100-го новорожденного. Девочка по имени Екатерина родилась в семье Марии Масловой и Александра Богданова. Она стала третьим ребенком для родителей. Старшей Софии 7 лет, сыну Федору 4 года. Супруги мечтали о большой семье, поэтому их решение стать многодетными было осознанным. Катюша родилась 3 июня. Ее вес составил 2 килограмма 780 грамм, рост 51 сантиметр. В этот день семья получила единовременную выплату от главы района в размере 100 тысяч рублей, так как девочка стала 100-м родившимся ребенком в этом году. Также родителям вручили сертификат «Дети столетия» на сумму 116 тысяч рублей. И региональный материнский капитал, положенный при рождении третьего и последующих детей, его сумма составила чуть больше 316 тысяч рублей. Скорее всего, наверное, на жилье. Если можно улучшение жилищных условий, если получится. Пока это в приоритете у нас. Правильно, значит, мы с вами делаем нужное дело. На прошлой неделе волонтеры Ленского покрова посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов. Они рассказали постояльцам учреждения о своей деятельности, показали, какую продукцию изготавливают и отправляют на фронт. И, конечно же, поблагодарили пенсионеров за их вклад в общее дело. Постояльцы интерната скручивают ленточки для изготовления маскировочных сетей в клубки. Когда нам приходит ткань, мы ее разрезаем и потом привозим сюда. И люди, которые здесь находятся, помощники наши, волонтеры, они нам такие бочоночки плетут, а мы их потом вяжем в сеть, вы видели. Представляете, сколько бы мы тратили время, чтобы их скрутить. Нам, конечно, дети приходят, а без них мы бы не справились. Работники учреждения тоже не остаются в стороне. После встречи с волонтерами решили помогать им еще и в плетении нашлемников. Очень большой объем нам всегда привозят, и мы все стараемся это делать. Кто может, скручивать ленты. Мы прям очень много времени этому уделяем. А мы хотим попробовать нашлемники, у кого будет возможность. И сами тоже подключимся, и персонал подключится тоже к этому. Встреча прошла интересно, отметили все постояльцы. Гости пообещали вернуться и провести мастер-класс по изготовлению нашлемников. В завершении, в знак благодарности, они вручили проживающим дома интерната сладкие пироги. В выходные в Ленске состоялась очередная тренировка страйкбольного клуба. Это отличное место для патриотического воспитания. В его деятельность включены мероприятия, способствующие формированию у участников любви к родине и готовности к ее защите. Организация всех страйкбольных сценариев основана на реальных сражениях. Тренировки обучают навыкам, которые необходимы для службы в армии и других патриотических службах. Во-первых, это страйкбол, это игра друзей, прежде всего. А уже на второй счет это спорт. Суть игры – это умение работать, то есть слаженность команды, умение работать с приводом. Так как у нас год защитника Отечества, у нас
В этом году у нас есть продвижение в команде. Приходят молодые ребята и начинают тренироваться, играть. Кто-то перед армией, кто-то после армии. Клуб был создан 2 года назад. Сначала в нем состояло всего 5 участников, сегодня их 26. Это молодые люди от 18 лет и старше. Случайных людей в клубе нет. Так или иначе, каждый связан со службами патриотической направленности. Участники страйкбольного клуба планируют провести большое мероприятие, которое пройдет в конце этого месяца в Салдыкельском наследии. С 13 июня между Алекминском и Ленском запущены коммерческие рейсы на Полесье. Такое соглашение было достигнуто между районной администрацией и Ленатурфлот. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость составит 8,5 тысяч рублей. Такими были события ушедших дней. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. Один день из жизни Ивановской фабрики. В Национальной библиотеке прошел показ документальной киноленты режиссера Анастасии Ксенофонтовой. Короткометражный фильм «Фабричная этнография» рассказывает о таинственных событиях и загадочных людях России. Встреча организована в рамках творческой дискуссии «Док кино Якутии». Картина является победителем и призером престижных европейских кинофестивалей. В будущем правнучка первого якутского этнографа Гаврила Ксенофонтова планирует выпустить ленту об электронных музыкантах Санкт-Петербурга. В документальном фильме, как правило, нет постановки, если это не историческое кино, не какая-то реконструкция. Это фильм наблюдения, и там абсолютно живые люди, которые жили свою жизнь. И тоже такой момент, они на самом деле сильно удивлялись, что я там снимаю, что там снимать. Может быть, для людей, которые просто живут жизнь, у них нету такого внимательного к ней отношения, в том смысле, что они не видят ничего необычного, любопытного. Не первый год Нерюнгри принимает участие во всероссийском голосовании за благоустройство общественных пространств. В этом году в городе представлены 2 территории – Семейная Поляна и реконструкция сквера строителей. Старт голосования был дан 21 апреля, итоги подведены 12 июня. Об этом и расскажут наши коллеги в следующем сюжете. За время существования проекта в Нерюнгри уже преобразилось 7 общественных пространств и еще одно в процессе своего преображения. Речь о культурном парке в центре города. В этом году нерюнгринцы также активно подключились к голосованию за благоустройство новых общественных пространств. Суть проекта заключается в том, что для того, чтобы выиграть финансирование, одним из критериев является набор определенного количества голосов. И в этом году наш город справился с квотой благодаря нашим отзывчивым жителям, в том числе людям, которых мы сегодня награждали. Это специалисты с предприятий, которые проявили особую отзывчивость и очень сильно помогли нам в этом нелегком деле. Мы надеемся, что благодаря нашей слаженной работе новые площадки будут благоустроены в следующем году. Такой проект дает возможность самим горожанам повлиять на благоустройство территории. К голосованию допускаются лица от 14 лет и старше. Это активные и неравнодушные к родному городу люди. Я являюсь волонтером уже некоторое количество времени и решила, что это прекрасная возможность, тем более, что я работаю в детском саду, рассказать об этом родителям, рассказать детям, воспитывать гражданскую активную позицию активную. У нас как раз в это время в детском саду «Красная шапочка» проходило голосование за кандидата на премию года. И замечательно в эту тему вписалось голосование за благоустройство территории. Очень приятно, что труд этот был отмечен. Это не только моя награда, но и всего нашего коллектива и руководителя, который нас поддерживает. Поэтому начинать нужно всегда с себя, чего и остальным я тоже желаю. В ближайшее время станет известен окончательный результат выбранной территории для благоустройства в Нерюнгри. Семейная поляна на бывшей Обрядовой поляне на берегу реки Чульман или сквер строителей напротив центрального почтового отделения. А это еще один шаг для улучшения качества жизни в Нерюнгри и создания привлекательной городской среды для горожан и гостей города. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ведущие прыгуны республики вышли на арену стадиона Туймада. В столице региона стартовал турнир по якутским прыжкам памяти Анатолия Добрянцева. О том, как проходит состязание, смотрите далее.
Состязания проходят среди мужчин, женщин, юношей, девушек и ветеранов. Они выявляют победителей и призеров по итогам троеборья, включающего в себя дисциплины кылы, станга и кобах. Всего насчитывается 185 спортсменов из 30 команд нашей республики, что является рекордным показателем этого турнира. Это очень хорошо, что растет интерес к якутским прыжкам. В следующем году, если столько будет участников, уже будем думать над тем, чтобы проводить эти соревнования на 3 дня. Спортсмены собрались, чтобы не только побороться за звание чемпиона, но и отдать дань памяти известному государственному деятелю Анатолию Добрянцеву. Мы после его ухода из жизни решили эту традицию продолжить, и уже турнир носит памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева. Как спортсмен он был уникальным, он был трижды мастером спорта по якутским прыжкам, по борьбе на кушаках и по массрисам. Валерия Олесова является земляком Анатолия Добрянцева. Девушка активно выступала на предыдущих турнирах-мемориалах, которые проходили в Хангаласском улусе. Для участия в этом старте Валерия прошла серьезный тренировочный лагерь, который включал в себя и выездные состязания. Тренировки у нас были жесткие, подготовка была серьезной. В этом году мы 2 раза ездили на сборы в Республику Казахстан, в Таджикистан и Кыргызстан. По итогам турнира спортсмены с лучшими показателями получат путевки на 22-ю спартакиаду по национальным видам спорта «Игры Манчары», которая пройдет в Татинском улусе с 7 по 13 июля. Петр Лукин, Степан Черненко, Стас Потапов, Якутск. В Якутске на Талом озере развернулись соревнования по судомодельному спорту в рамках летнего кубка Министерства образования республики. Учащиеся из разных районов подготовили к спуску на воду самодельные радиоуправляемые суда для выявления лучших. Подробности далее. В соревнованиях приняли участие 17 школьников в 3 различных категориях – яхты, катамараны и катера на радиоуправлении. Каждый ученик тщательно готовился, создавая свои уникальные модели. Айсен Петров впервые принимает участие в соревнованиях. Юноша выступил сразу в 2 категориях. В Аруктахе там есть такое озеро с плотиной. И мы оттуда запускали там иногда, когда были волны, ездили, чтобы вдруг тут волны будут и будет сложно. По словам Айсена, сложнее всего ему было подготовиться в управлении катером. Он отметил, что для успешного вождения нужно научиться контролировать скорость, сначала попрактиковавшись на радиоуправляемой машине. Ее надо чувствовать хорошо. Если не почувствуешь, сразу переворачивается и может просто утонуть, если не успеть взять. Особенно на волнах. Вот лучше в стоячей воде и управлять сначала. Потом можно уже тренироваться на волнах. В первых 2 категориях соревнования выигрывали те смоделированные суда, которые на силе ветра пересекали мост, разделяющий озеро. Если те сбивались с курса, участники могли выталкивать их в нужном направлении. На 3-м же этапе победители выявляли по времени лучшего пройденного круга. Здесь время будет и нарушение, если он срезал наполовину, приехал раньше, буек не объехал, раз, то вроде время получилось мало. Первый пришел, а нарушение. А там сначала, где неуправляемый, будет просто по прямой, там нарушений практически нет никаких, они тем более неуправляемые. Яхты пустили, эти модели пустили, они идут, кто первый, второй, третий, пришли, все. Моделируя и управляя своими суднами, дети делают первый шаг в изучении и конструировании более сложных и совершенных образцов. Дети сами изобретают, сами исследуют, сами проводят исследования, да, они как бы конструируют свои модели и запускают. Как в деле, как говорится, они проводят опыты, они запускают эти модели. Соревнования по судомодельному спорту – одно из многих спортивных событий летнего кубка Министерства образования. Кроме него ожидаются состязания по авто- и авиамоделированию. Завершающим мероприятием станет соревнование по ракетомоделированию, которое стартует 19 июня. Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий, ну а на этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.